Сегодня Госсовет Коми принял поправки в закон об управлении и распоряжении государственной собственностью Республики Коми. Учитывая ситуацию на территориях ЛДНР, закон предусматривает возможность безвозмездной передачи госимущества республики в собственность других государств. Это позволит своевременно помочь подготовиться к зиме жителям города Ровеньки, над которым республика взяла шефство. Уже сейчас бригада специалистов из Коми работает на замене теплосетей и ремонте котельной. Глава республики подписал соглашение о помощи городу Ровенька, также другие регионы помогают другим субъектам Украины, которые сейчас находятся на, скажем так, почти нашей территории, да, и пока не принято решение жителями Украины о присоединении или другие решения, да, которые будут, возможно, в будущем приняты, конечно, нам надо узаконить ту помощь, которую мы сейчас оказываем республике. Поэтому мы передаем право этим законопроектам правительству Республики Коми распоряжаться с оглядкой, конечно, на федеральное законодательство имуществом Республики Коми для передачи как раз для помощи городу Ровенька. Парламентарии установили возможность присваивать почетное звание Герой труда Республики Коми посмертно. Внесли изменения в перечень граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, наделив таким правом сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, даже после достижения 23 лет. А еще установили, за счет каких источников депутаты могут исполнять наказы своих избирателей. Он имеет некую сумму денег, на этот год выделено 5 миллионов рублей на одномандатный избирательный округ. Он имеет право наказы избирателей в пределах этих 5 миллионов рублей исполнить или включить в тот перечень финансируемых работ, который утвержден на год бюджетом. Значит, это, во-первых, естественно, позволяет, поскольку депутаты, они вживую общаются со своими избирателями, они видят их чаяния, потребности, и это наряду с теми механизмами, такими как народный бюджет, ТОСы и все остальное, позволяет людям самим определять, что им нужно сделать в первую очередь на территории. Часть законов на сессии привели в соответствие с федеральными. Депутаты, работающие и на профессиональной основе, и на общественных началах, теперь все они госслужащие. Это повышает ответственность, устанавливает определенные ограничения и требования. Например, принимать участие в работе Госсовета постоянно, а не время от времени, как это делают некоторые сейчас.